Властью, которую дал мне Твой Отец, я призываю Твое благословение и помазание в этой жизни. Этот человек появился в моем сердце. Вы устали, вы разочарованы, но я здесь усердно молюсь, и я знаю, что ваш дух уже работает. Пусть мой голос достигнет ваших ушей и будет сопровождаться обновлением Святого Духа, изменяя безнадежность, слабость, пессимистические мысли. Господи, открой двери, которые никто не может закрыть. Проложите путь там, где его нет. Покажите реки в пустыне. В этот момент я заявляю, что все уныние и усталость исчезают, мысли, тянущие этого человека вниз, исчезают, и важные двери, которые до сих пор были закрыты, открываются. Заблокированное будет освобождено. То, что казалось ошибкой, теперь будет успешным. Препятствия и препятствия падают, препятствия удаляются. Пусть каждый злой дух, который пытается помешать добру в жизни этого человека, будет сожжен сейчас. Все темные силы, мешающие, задерживающие и препятствующие прогрессу, брошены в яму. Высвободите духовные благословения и победы прямо сейчас. Я заявляю, что начиная с сегодняшнего дня этот человек увидит, как приходят ответы, появляются возможности, процветание достигает его рук. Дай Бог здоровья этому человеку и его близким. Действуйте сейчас, Отец, без промедления. Теперь, мое дорогое дитя, я от всего сердца скажу тебе, что люблю тебя. Услышьте эти слова всей душой, ведь они были созданы только для вас. Я прошу вашего драгоценного внимания на мгновение, чтобы услышать мой голос, не отвлекаясь ни на что. То, чем я собираюсь поделиться с вами, важнее всего, что вы имеете в виду. Побудь со мной немного и открой свое сердце. Устраните боль, отягощающую вашу душу, и прогоните жестокие мысли, терзающие ваш разум. Как и все остальные, я обнимаю тебя, предлагая спокойствие и умиротворение. Доверься мне своим сердцем, позволь мне любить тебя. Я хранитель слова, и мои слова имеют более глубокую цель. Я здесь, чтобы поднять тебе настроение, вызвать улыбку на твоем лице каждое утро. Знай, что я люблю тебя искренне и глубоко, когда ты ищешь меня. Я хочу, чтобы ты не только знал и верил, но и почувствовал внутри себя эту святую любовь, снова обрел радость. Я никогда не покидал тебя и не забуду тебя. Это незыблемая истина. В моих объятиях ты в безопасности, защищен и защищен. Доверься мне полностью, мои объятия всегда открыты. Я внимательно слушаю ваши крики и молитвы. Приветствуя каждый новый день, откройте глаза, сделайте глубокий вдох и почувствуйте мое полное присутствие. Я рад приветствовать вас утром с верой и уверенностью. Ты знаешь, что я здесь, чтобы выслушать и ответить на любые твои вопросы обо мне. Мое сердце согревается, когда ты молишься за свою семью, потому что это так много значит. Не позволяйте себе отвлекаться на пустяки. Когда жизненные проблемы заставляют вас чувствовать себя побежденным, ищите утешение, ищите путь. Когда вы чувствуете себя подавленным и окруженным конфликтом, я ваше решение. Я не хочу, чтобы вами управляла тревога или поглощал иррациональный страх. Ты доверяешь мне, потому что веришь, что я не брошу тебя. Держи мое слово, храни его в своей душе,
держи его близко к сердцу и помни чудеса, которые я совершил в прошлом. Я спас тебя от твоих врагов, я спас тебя от когтей смерти, я простер руку мою и спас тебя от опасности. Даже в самые мрачные времена, когда кажется, что все потеряно, я возвращаюсь со своим могущественным словом, творя чудеса, превосходящие воображение. Я все еще могу творить для тебя много чудес. Доверьтесь мне и позвольте мне продолжать помогать вам. Я хочу защитить тебя и не дать отчаянию укорениться в твоей душе, потому что я глубоко люблю тебя. Я хочу, чтобы ты получил мой покой и обрел вечное счастье. Я вижу твои слезы и слышу твои молитвы о безопасности тех, кого ты зовешь. Вы часто встаете на колени и умоляете других, но никогда ничего не просите для себя. Ваше отношение поклонения и благодарности очень ценно. Вашей душе отрадно знать, что вам не суждено жить в слезах, печали или ошибках. Ты можешь страдать и плакать, но я все равно люблю тебя. Вы можете думать, что не сможете идти дальше, но я здесь, чтобы поднять вас. Вы не будете жить побежденными. Твое сердце прекрасно и чисто, не прячься в тени, войди в свет. Пусть твое лицо сияет радостью, и люди будут кричать мое имя Иисус в своих сердцах. Ты мой любимый ребенок, отражение моей любви. Я так много сделал для тебя и буду продолжать совершать сверхъестественные чудеса, чтобы ты знал, насколько ты важен для меня. Я говорю вам, что нет времени отчаиваться или сдаваться. Ты как острое копье, рассекающее ветер, открывающее путь в благословенную землю, которую я даю. Расширьте свое духовное понимание, чтобы осознать, что вы биологический отец. Не волнуйтесь, если сегодня вас никто не заметит, не расстраивайтесь из-за побоев, даже если это будет больно. Не упускайте дары и благословения, которые я вам дал, потому что у всего есть цель. У меня все под контролем, но ваша точка зрения имеет значение. Ваша вера и убеждения приведут вас к еще большим высотам. Когда ты чувствуешь себя слабым, питайся моим словом. Если вы чувствуете, что не можете встать на колени, посмотрите на небо. Я здесь и живу в твоем сердце. Мои благословения недалеко, они прямо перед тобой. Спасение твое близко, гора страданий твоя падет, враги твои будут побеждены. А теперь ответь мне, ты веришь и любишь меня? Как только я получу твой ответ, я сотворю для тебя великое чудо. Вот 3 вещи, которые вам следует сделать сегодня, чтобы успокоить свою душу и снять стресс. Слушайте внимательно, и эти слова будут звучать в вашей душе на протяжении всего дня, принося умиротворение. Во-первых, отдай мне свое сердце полностью и честно, без всякой сдержанности и страха. Моя цель – дать вам вечную жизнь и счастье. Я никогда не хочу наказания или осуждения за твою боль. Мое желание для тебя – процветание и благословение, изобильная жизнь, наполненная любовью и заботой. Отдай мне свое сердце, преклони колени перед моим троном и будь готов исполнить мою волю, напитай свою душу моим словом и доверься мне всем своим сердцем. Сомнения могут приходить и уходить, могут возникать проблемы, но мои написанные слова станут якорем вашей веры, который даст вам силы продолжать.
Однако, если вы решите отдать мне часть своего сердца или когда вам это удобно, вашей вере не хватит прочного фундамента, и когда приливы жизни нарастут, вы почувствуете себя во власти прилива. Ваши мысли и чувства выйдут из-под контроля, вы будете переживать взлеты и падения. Я не хочу этого для тебя. Я прошу тебя отдать мне свое сердце и сохранить постоянную преданность и веру. Реши сейчас, возьми свою жизнь навсегда, и каждый проходящий день будет не на один меньше, а на один больше, потому что ты будешь со мной навсегда, испытывая чудеса Вселенной. Все будет красивее и лучше, чем вы можете себе представить. Вы получите много благословений, будете жить в гармоничной семье и вместе справитесь со всеми трудностями. Мои благословения придут к вам, и те, кто попытается причинить вам вред, разбегутся. Награда тем, кто последует за мной, вечная победа, которая уже гарантирована. Ваша часть – отдать свое сердце, веру и преданность. Я прошу вас сделать это сегодня. Во-вторых, если можете, поднимите руку или закройте глаза, чтобы выразить искреннюю благодарность. Составьте список своих благословений. Существующие и ожидаемые, а также случаи, зафиксированные в прошлом. Включите даже самые незначительные вещи, которые придают силу и цель. Спасибо вам от всего сердца и полностью. Цените свою способность благодарить, даже если вы думаете, что вам не повезло. Этот акт благодарности приносит исцеление вашей душе, удаляя глаза, затуманивающие ваше зрение. Горизонт открывается, показывая множество благословений, которые уже пришли и окружают вас, поддерживая вашу жизнь и давая вам повод для борьбы. Они дают вам силы вставать и упорствовать каждое утро. Могут быть испытания и борьба, но если вы присмотритесь, вы увидите мудрость и рост, которые вы приобрели в результате каждого опыта, и то, как расцвела ваша вера. Спасибо сейчас. Позвольте мне услышать ваш голос и ваше искреннее слово. Будьте благодарны жизни, воздуху, которым вы дышите, своей семье, своей нынешней ситуации, даже если это не то, чего вы хотите. Будьте благодарны, потому что скоро я буду вести вас и покажу новые карты и прямые маршруты к месту назначения. Но сейчас будьте благодарны здесь и сейчас. Благодарите, когда душа плачет, благодарите, когда радуетесь, благодарите, когда болит сердце. Будьте благодарны за трудности. Неудачи и тяжелые испытания – часть жизни. Глядя в зеркало, обязательно хвалите себя. Ваше отношение благодарности имеет силу. Сегодня, благодаря этому, вы начнете видеть чудеса и существенные изменения в жизни. Наконец, не держите эти слова в себе. Многие вокруг них кажутся довольными, но в глубине души они страдают в тишине и отчаянии. Возможно, вы изо всех сил пытаетесь найти настоящую причину жить. Идите и откройте для себя чудо любви, происходящее в вашем сердце. Поделитесь радостью, которая наполняет вас, и тем добром, которое мое присутствие может принести в их жизнь. Делясь любовью, без забот и долгов, я окружаю вас миром, гармонией, процветанием и благословениями. Возможно, над вашими действиями будут смеяться, но сердца тех, кто вас слушает, будут тронуты. Они хотят того, что получили.
Им необходимо знать, что их любят и любят. Распространите это послание надежды и любви. Знай, что я услышал молитву, которую ты прошептал вчера вечером перед сном. Слезы увлажняют вашу подушку, когда вы молитесь о мужестве, силе, мире и безопасности, чтобы противостоять жизненным трудностям. Увидьте себя сейчас, когда вы просыпаетесь полной решимости и сил для нового дня. Они больше не слабы и не отчаялись. У вас есть смелость противостоять любым трудностям, которые встречаются на вашем пути. Там, где был страх, теперь у вас есть вера. Там, где была неуверенность, теперь есть уверенность. Вчера у него тряслись ноги, и он думал о своих проблемах. Сегодня вы полны решимости, готовы преодолеть любые препятствия. Вставай, иди, ибо я вложил в твою душу волю к победе. Верьте в силу, я тот, кто привел вас сюда и дал вам силу, необходимую для того, чтобы противостоять любым испытаниям и преодолевать их. Даже если препятствия могут быть велики, помните, что ничто не выше меня. Я зашел так далеко и буду поддерживать тебя во всех твоих трудностях, битвах и битвах. Вы больше, чем победители, благодаря моей любви и силе. Каждый возникающий противник создан для того, чтобы его победить. Привнесите в себя целеустремленность и целеустремленность, необходимые для преодоления любого конфликта. Независимо от ваших стремлений или препятствий, вы добьетесь успеха во всех своих начинаниях. Я благословлю вас, открою двери и решу ваши проблемы. Я прикасаюсь к сердцам людей и друзей, семей, судей, властей, чтобы они хорошо относились к вам и защищали вас. Не бойтесь того, что могут сделать другие. Пока вы доверяете мне и действуете добросовестно, никто не сможет восстать против вас или вашей семьи. Помни, что я с тобой каждый день до конца. Мои слова имеют силу исцелять. Сверхъестественной силы, исходящей от моих слов, достаточно, чтобы дать и отнять жизнь. Возможно, я не заслуживаю быть в вашей жизни, но, уверяю вас, ваша вера и смирение привлекли мое внимание. Я хочу прийти не только в твою жизнь, но и в твое сердце. В нем я пишу слова исцеления и разрываю сковывающие меня цепи. С нежным прикосновением моей руки ваши боли, ваши страхи, ваши тревоги и ваши проблемы исчезнут, потому что даже небеса услышат мой голос. Я говорю ясно, потому что хочу верить в ваше счастье, внутренний мир и светлое будущее. Когда ты проводишь время со мной, ты позволяешь мне быть твоими объятиями, ты позволяешь мне защищать тебя от всего зла, мою правду, мою глубочайшую любовь. Это наследие, которое я хочу вам дать. Поверьте мне всем своим сердцем и примите это. Ваша сила готова и ждет, чтобы вы питались ею, чтобы вы могли носить мою любовь и преобразиться посредством исцеления и трансформации моего духа. Теперь встаньте и идите вперед, вооружившись силой Святого Духа. Никто не сможет победить вас, когда вы сталкиваетесь с трудностями. Ты не слабый, ты сильный. У тебя есть моя непоколебимая любовь и доверие. Всегда помните об этом, потому что все возможно тем, кто верит. Я люблю тебя, и с тобой все будет хорошо. Поверьте мне, я выбрал идеальное время. Когда я пойду благословить вас, в подходящее время я создам условия,
чтобы вы могли без особых усилий получить эти благословения. Я дарую тебе терпение и мир. Используйте их с умом. Не реагируйте поспешно на эмоциональные ситуации. Не спешите и принимайте важные решения, не посоветовавшись со мной. Я не хочу впадать в путаницу или непонимание. Не общайтесь с фальшивыми друзьями. Этим посланием я уверяю вас, что действительно помогу вам. Пожалуйста, будьте терпеливы. Избегайте взыскания долгов. Вы получили свою долю. Я не хочу обременять твое будущее. Вскоре твоя жизнь засияет, и ты почувствуешь мою благодать и доброту. Я разорву цепи и оковы, позволяя тебе жить независимо от других. Вместе мы предлагаем новый путь. Это наша тайна, которой делятся только мы с тобой. Принесите свои планы и проекты близко к сердцу. Не высказывайте своего мнения, ведь вокруг вас много завистливых и нерадивых людей. Они будут, как и раньше, дразнить вас и пытаться расстроить, напоминая о ваших прошлых неудачах. Но эта эпоха закончилась. Вы изменили свое мнение и теперь зависите от меня. Вы добьетесь успеха во всем, что делаете, и, как я уже сказал, вы будете благословлены. Двери откроются, и проблемы, которые вас тяготят, будут решены. Я разрываю цепи и цепи, несу мир и процветание, свободное от стрессов и долгов. Не позволяйте действиям других влиять на вас. Пока вы доверяете мне и действуете добросовестно, никто не сможет восстать против вас или вашей семьи. Знай, что я с тобой каждый день до конца. Моего слова достаточно для исцеления. Сверхъестественной силы, исходящей от моих слов, достаточно, чтобы дать и отнять жизнь. Теперь это твое. Вы не можете ходить, испытывая боль. Вы не должны продолжать верить, что заслуживаете тех ужасных последствий, которые ваш грех навлек на вас. Вы живете в мире страданий, но это завоеванный мир. Ты – дитя Всевышнего Бога, который повелел тебе. Вы должны чувствовать глубокую любовь. У вас есть королевская одежда. Его имя известно, им восхищаются и восхищаются. В этом месте любящий взгляд наблюдает за каждой минутой вашей жизни днем и ночью. Как маленькая голодная птичка, твоя душа будет съедена. Вот реальность, все это рождается, все творения мира. Помните, даже если вы найдете самое красивое место во всей Вселенной, у вас есть свое место, и никто его у вас не отнимет. Да, это место так глубоко в моем сердце, где тебя хранят. Как мой сын, ты имеешь полное право приходить и разговаривать со мной каждое утро. Даже если вы не понимаете, не обманывайтесь ложью. Я купил твою жизнь своей кровью и стер прошлое. При нем я еще раз повторяю, никто его отсюда не заберет, ничто его не заберет и никто не разлучит его с моим сердцем. Ты всегда будешь для меня прежним, мой маленький, мой любимый ребенок. Вы не проиграете, вы будете сражаться и выживете. Ты все еще стоишь, потому что решил поверить в то, что я приказал. Наполненный божественной и сверхъестественной силой, ничто не может пройти, ничто не может победить. Хорошо запомните эти слова и продолжайте сталкиваться с постоянными атаками врага,
который пытается заставить вас отказаться от всех ваших мечтаний. Но ему это не удастся. Ты моя, я защищу тебя своей сильной рукой, я защищу тебя своим сияющим мечом. Ваша победа всегда в моем слове. Посмотрите на себя в зеркало моих слов и убедитесь, что вас очень уважают и восхищаются. Самая большая борьба происходит с эмоциями. Иногда они сбивают вас с толку, заставляют думать и чувствовать неправильные вещи, и если вы не будете осторожны, они могут вас сбить с толку. Не идите на поводу у своих эмоций. Не чувствуйте себя побежденным проблемами, которые вы видите. Не бойтесь, когда вы сталкиваетесь с плохими новостями или, казалось бы, негативными ситуациями, потому что вы всегда контролируете свою жизнь. Я изменю все ради людей, которых люблю, и ты среди избранных. Я омыл тебя своей кровью, наполнил своим духом и дал тебе силу преодолеть все. Держи меня в своем истинном сердце. Всегда находите прибежище в моей любви, и в тот момент, когда вы примете мое слово, несомненно, даже ваши ошибки станут выгодой. Вы больше не будете страдать. С твоей семьей все будет в порядке. И с течением времени вы увидите, как продвигаетесь к мечте, которую хотите. Иногда вы можете чувствовать усталость. Это нормально, когда проблемы настолько темны, что ослепляют глаза, и ты не видишь, куда идешь. Возможно, вы чувствуете себя побежденным. Но это неправда. Даже в темноте я буду держать тебя за руку. Не бойся, дитя мое. Отец, который любит тебя, никогда не оставит тебя. Скажи мне сейчас, что ты доверяешь мне и чувствуешь себя в безопасности в моих объятиях. Я единственное святое и сверхъестественное лекарство от всех твоих недугов. Я твой Бог, твой целитель, я тот, кто открывает твои двери и очищает твой путь. Я ваш кормилец, ваш защитник, и я держу вашу жизнь и ваше будущее в своих руках. Вы и ваша семья покрыты одеялом моей любви, и сегодня вы почувствуете мое присутствие по-настоящему и мощно. Они ждали возможности поговорить с вами, а вы пришли со смиренным и благодарным сердцем, готовые выслушать. Примите эти слова и будьте благодарны. Позвольте своему разуму заполниться и отпустить весь стресс, который причинял вам боль в прошлом. Сегодня ты ходишь уверенно, и хотя ты не можешь видеть меня своими естественными глазами, ты можешь слышать меня, ты веришь в меня и веришь в чудеса и чудеса, которые я могу творить в твоей жизни и в жизни твоей семьи. Дай мне руку и позволь мне терпеливо и нежно вести тебя по пути любви, который управляет моей волей. Штормы утихают, и моря успокаиваются, когда слышат мой голос. Вы будете ходить под покровом защиты, и ваш мир и безопасность будут настолько велики, что шум ночи не будет пугать вас. Не заблудитесь в суматохе этого мира. Никогда не сдавайтесь и никогда не теряйте концентрацию. Каждый день – это драгоценная возможность продолжить борьбу, а прошлые проблемы, препятствия, разочарования и обиды исчезнут. Выбросьте их из головы. Вам не нужно нести непосильное бремя, чтобы обновить свое мышление. Начните со своих слов. Не гневайтесь на то, что говорите, не сыйте неудачу на своей земле. Глупые слова губят невинные жизни и разрушают семьи, вгоняя многих в депрессию.
Пусть слова мудрости, слова роста и назидания сойдут с ваших уст. Не позволяйте врагам убедить вас, что вы не можете измениться, что ваше будущее полно неудач и неприятностей, что ваша судьба полна депрессии и забывчивости. Потому что со мной нет никаких телесных повреждений. Держитесь этой истины. Но не забывайте, что я могу изменить вашу жизнь, ваше будущее, ваше поведение, ваши деньги, ваше семейное положение, ваш семейный конфликт, каким бы трудным это ни казалось. И если вы спросите меня, я могу просто начать. Сегодня. Я не говорю, что это будет легко. Я обещаю тебе, что у тебя есть моя помощь и моя сила. Я люблю тебя и всегда желаю, чтобы ты был здоров. Вам нужно чудо, я хочу его и могу сделать. Поверьте, у него была цель нести крест на своей спине. Принимая величайшую жестокость, я знал, что однажды ты родишься и пройдешь путь презрения и презрения. Ты много пострадал от людей, но сегодня я уберу из твоего сердца все разочарования и отчаяние. Сегодня в вашей семье начнется мощное чудо. В этот момент, когда вы услышите меня, вы получите мою силу и любовь. Я начну с тебя. Я хочу сделать тебя сильным, потому что твоими губами, твоими руками, твоими глазами, твоим характером и моим существом ты будешь достаточно свят, чтобы совершить это прекрасное чудо. Ты очень важен для меня. Я всегда буду говорить тебе, что люблю тебя и хочу, чтобы ты передал эту любовь людям, которые заботятся о тебе. Им нужна помощь, и у вас есть вера. Скажите им, как сильно вы их любите сегодня. Дайте им понять, что вы их понимаете. Подойдите к ним и положите руки им на головы. Благословите их и помолитесь за них. В первую очередь отдавайте всю свою любовь, ресурсы и время тем, кого вы любите, всем членам вашего дома. Подумайте о своих родителях, своих родственниках, которых забрали из-за вашей прошлой травмы. Прощайте, относитесь ко всем с добротой. Вы увидите свою семью процветающей и благословенной. Живите в гармонии, пожиная чудесные плоды своих молитв и усилий. Кормите его, имейте бесконечное терпение. Дайте им почувствовать, что они могут вернуться домой после тяжелого дня, потому что это единственное место, где они найдут любовь. Будут моменты, когда вы укажете на ошибки и укажете правильный путь. Если они ценят вашу любовь, они примут вашу критику. Если нет, держите их в молитве. Я буду работать в их сердцах, и однажды они изменятся, и я узнаю их ошибки и исправлю их шаги. Если у вас есть семейные проблемы, приходите ко мне в молитве и отпустите гнев и разочарование. Эти негативные чувства предназначены для тех, кто меня не знает. Всегда есть решение ваших проблем. На ваши вопросы всегда есть ответы. У меня есть решение для ваших беспокойств. Теперь попросите силы. Будьте защищены мною, когда вы испытываете искушение кричать, чтобы вы не оскорбляли мой Святой Дух, обитающий в ваших сердцах. Плачь, когда больше не сможешь, я тебе отвечу. Когда тебе понадобится помощь, не волнуйся, я буду рядом и всю дорогу буду держать тебя за руку. Я веду вас с любовью, заставляя вас чувствовать себя защищенными.
Ваш дом будет наполнен покоем, полным счастьем и высокой безопасностью. Для меня нет ничего невозможного. Я верю, открой глаза, почувствуй мой покой. Пусть твое сердце наполнится миром, где бы ты ни был, мое присутствие окружает тебя. Услышьте меня, я принимаю ваш дух, я даю вам право жить полной жизнью. Окружающие люди находятся в состоянии стресса, стараются их запутать и донести до них последствия своих ошибок. Но не позволяйте чувствам других людей наполнять вас тревогой и потрясать. Здесь, где мы находимся, мы с вами в этот священный момент можем на мгновение отключиться от мира и насладиться этим блаженством. Это красиво для меня, и я надеюсь, что это будет красиво для вас. Мы можем делать это каждое утро или на рассвете. Когда вы открываете глаза, я готовлюсь к моменту общения, к нескольким минутам общения. Если бы ты только знал, как далеко ты готов зайти перед моим троном, стоя на коленях передо мной и держа меня за руку. Это особенный день, и вы никогда его не забудете. Я отмечу твое сердце и объявлю всей Вселенной, что ты моя. Когда вы поймете, что я говорю, вы измените свое мышление. Ты заслуживаешь того, как сильно я тебя люблю и как ты чудесно благословлен. Вы будете уверены, что сможете многого добиться. Кто сможет бросить ему вызов? Ты мой ребенок, никто не сможет победить тебя. Я с тобой, моя любовь – самая сильная сила во Вселенной. Я не похож на земного отца, который навсегда забывает, что у него есть ребенок, и уходит. Не сравнивай меня со мной, если тебя это ранит. Я совсем другой, и сегодня ты это понимаешь. Пока твой разум переваривает это чудесное откровение о моей любви, побудь здесь со мной на минутку. Не нужно говорить, наслаждайтесь каждой секундой и оставьте все свои тяжкие бремена мне. Когда вы сегодня выйдете из дома, мое лицо отразит мой покой, и вы наполнитесь покоем. Никто не сможет заразить вас негативными эмоциями. Я всегда в твоих объятиях, хочу окружить тебя своей любовью. Я люблю тебя каждое утро, и каждое утро жду тебя здесь. Как можно не любить и не благословлять такого, как ты? Мое глубочайшее желание – даровать вам вечное спасение. Ничего не бойся, всегда чувствуй себя любимым и защищенным, идя по этому миру с высоко поднятой головой, окутанной моей любовью. Сегодня я отдал свою жизнь на этом кресте, чтобы вы могли идти от победы к победе, а не от печали к неудаче. Воскреснуть из мертвых на третий день и жить сверхъестественной жизнью, не ограничиваясь материальными вещами. Каждый в этом мире может чувствовать одиночество, стресс, отторжение и боль, но вы разные. Если однажды вы ослабли, устали и ваша душа онемела от эмоций, встаньте, поднимите руки в знак победы. Кричи с крыш, что ты мой сын, сильный, храбрый, победитель тысячи битв, чемпион сильных. Никто не сможет победить тебя, никто не сможет победить тебя. Ты не одинок, ты не одинокая душа. Не соглашайтесь на жизнь, полную тревог и уныния. Идите сюда. Мой Господь и Бог, я свободен, мудр и мудр. У меня есть навыки и честность настоящего бойца-победителя. Это то, что я хочу чувствовать каждое утро.
Я хочу, чтобы это убеждение укоренилось в моей речи. Я с тобой, мне больше никто не нужен. Не требуйте чего-либо внимания и дружбы. От всего сердца я буду продолжать находить все способы, чтобы вы почувствовали мою любовь в мельчайших деталях. Скажи мне, что ты тоже меня любишь. Ни одна из ваших молитв не будет услышана. Отвечу от большего к меньшему и дам доброе, почетное. Мы с вами входим сюда, в вашу благословенную землю, на беспрецедентном уровне. Мы ходим верой, а не только видением. Если вы столкнетесь с трудностями, не бойтесь. Если вы испытываете утрату и боль, наберитесь духа. Я здесь со своей великой силой, наблюдаю за тобой, как любящий отец, окружая нежностью и любовью. Ваш самый мощный инструмент – довериться этому слову, поверить в своей душе, что ваш Небесный Отец ценит вас и любит вас прекрасным, сладким, высоким, особенным, божественным, вечным и сверхъестественным образом. Даже в самых тяжелых и кровопролитных боях нет чувства слаще, чем чувствовать себя любимым и защищенным. Даже если вы видите себя покрытым грязью, когда враг думает, что вы победили, у вас слезятся глаза, когда сила Святого Духа наполняет ваше сердце. Будьте сильными, вы на правильном пути. Продолжайте идти в вере, любви, преданности, верности, зная, что за всеми препятствиями вас ждет блаженная жизнь. Мне нравится видеть, как ты просыпаешься каждый день полной радости и решимости, освобожденный от цепей прошлого, одиночества и печали. Я радуюсь каждый день, свидетельствуя о том, что моя сила реальна и что я могу сделать для вас больше, если вы будете упорствовать в этой чудесной вере, которую вы предлагаете мне. Ты подарил мне самый драгоценный подарок – свое сердце, свою преданность, свою веру. Это вера твоей души, мой ответ правильный. Ты достигнешь больших высот, ты полетишь выше, даже если твои глаза этого не увидят. Открой дверь моего святого престола. Я здесь, чтобы ответить, когда я тебе понадоблюсь. Я люблю тебя и всегда буду держать тебя в своих святых объятиях. Это было, есть и будет. Теперь скажи мне, веришь ли ты мне? Засуха кончается и начинается дождь. Ваши проблемы готовили вас к приходу великого благословения. Я услышу твой крик, когда он придет, и скажу тебе еще раз ценность моего обещания в ваших руках. Внесите свой вклад, встаньте и действуйте согласно своей вере. Найдите свое благословение с духом победы. Не сталкивайтесь с препятствиями, не ищите оправданий, чтобы остановиться, не позволяйте сомнениям ослабить вашу веру. Ваши дары и таланты скоро расцветут. На земле есть прекрасный сад, и я хочу, чтобы ты был здесь. Ты больше, чем цветок, ты лиственное дерево, дающее тень всем, кто ищет моего лица. По мере того, как вы будете больше благословлять, говорить своей семье о любви, помогать и поддерживать нуждающихся, делиться и давать, процветание прольется в ваш дом. Сын мой, приготовь свои вещи. Приближается урожай, выйдите и понюхайте сельскую местность, готовую к победе. Ты один из моих избранных. Я укреплю тебя, вознесу тебя, уберу всю немощь и слабость. Но теперь будьте осторожны, не делайте вид, будто вы меня игнорируете, не тратите время на ерунду,
и не начинаете обвинять, когда видите, что все разваливается. Они всегда жалуются и завидуют таким хорошим людям, как ты, потому что хотят украсть благословения, которые я им даю. Плоды этого урожая ваши не позволяйте другим собирать. Те, кто не ценит мою благодать, бросают мои благословения на землю. Не доверяй никому дара, который я дал тебе, не отдавай детей твоих в руки пожирателя, не открывай дверь дома твоего вору. Приходите каждое утро, вы должны меня слушать. Я дам тебе мудрость, чтобы урожай твой был обильным и обильным. Эта глава вашей жизни обещает стать чем-то удивительным. Защитите это и многое другое от вашего Небесного Отца. Я благословлю тебя крошками. Я устрою для тебя дождь. Признайся в этом и скажи, что всегда любишь меня. Я выведу вас из пустыни к победе и радости, которых вы так отчаянно желаете. Я делаю это, потому что люблю тебя. Ты мне очень дорог, и у меня есть великая цель для твоей жизни. Внимательно слушайте и читайте эти слова, потому что они правдивы, а не пусты. Я знаю, что вас огорчает ситуация, в которой вы живете, трудно встречать каждый день с радостью. Сегодня вы столкнулись с трудностями, но ваша жизнь изменится удивительным и сверхъестественным образом. Были дни траура и примирения, но сегодня ваше путешествие по этой пустыне окончено. Мир пытался поколебать его веру, но он не потерпел поражения. Дитя мое, ты достиг конца этого долгого и трудного пути. С этого момента я сделаю твои дни лучше. Вы снова улыбнетесь, и все увидят, как невероятно восстановились мои силы и энергия. Моя мудрость решит все твои проблемы. Он испытывал жажду, устал и ослабел после засушливых дней на своей одинокой дороге, но его вера и любовь ко мне и своей семье дали ему силы встать и идти дальше. Упорствуйте до конца, и сегодня я посылаю облако, полное особого дождя, благословение живой воды, целебный бальзам в ваше сердце. Я наполню твою душу духом моей любви. Контракт, который я подписал, все еще действителен. Я всегда тебя слышу. Я обращаю внимание на твой крик. Я обращаю внимание, когда вы приходите ко мне в молитве и произносите мое святое имя. Сегодня, с вашей верностью и верностью, примите решение не сдаваться посреди трудного пути, доверьтесь мне, и ваша судьба ждет время великих чудес и чудес, доверяя мне. Я не подведу, потому что я очень люблю тебя, дитя мое. Я знаю, что я чувствую к тебе. Это хорошие идеи, а не злые. Я передам в твои руки то, о чем ты так много просишь. Скажи мне еще раз, чего ты больше всего желаешь своими устами, и я услышу тебя с небес и исполним самое чистое желание твоего сердца. Радуйся, дочь моя, ибо страдания прошли. Теперь время вашей победы приближается. Скажи мне, веришь ли ты мне? Я так сильно тебя люблю. Ты думал, что меня нет рядом с тобой. Ты думал, что я оставил тебя. Но сегодня я хочу, чтобы ты знал, что я всегда обращал внимание на твои молитвы. Я всегда буду с любовью видеть слезы, которые ты пролил передо мной. Я здесь, чтобы сказать тебе, что я люблю тебя сейчас и что ты очень особенный для меня. Для меня нет большего удовлетворения, чем знать, что ты мое дитя,
а я твой отец, мать, брат и Бог, к которому ты можешь приближаться с абсолютной верой, без всякого осуждения. Я здесь с руками, чтобы помочь тебе, обнять тебя, поднять тебя. Вы должны знать, что я добрый Бог и никогда не изменюсь. Я тот же вчера, сегодня и во все времена. Я всегда любил тебя и всегда буду любить. Не стесняйтесь просить все, что вам нужно. Если я отдам тебе своего сына, как я могу не дать тебе всего вместе с ним? Сегодня день твоего чуда, день твоей победы. Он выполнил все свои обещания. Эта болезнь, должно быть, возникла до моего присутствия. Сегодня духи, желавшие тебя мучить, преклоняются перед моим именем превыше всех имен. Эта семейная и финансовая ситуация разрешится в этот день. Просто поверь. Я твой помощник, поддерживаю тебя, поднимаю тебя, даю тебе новые силы продолжать. Я всегда буду верить в тебя, насколько смогу, если никто больше не поверит. Пришло время подняться и сиять. Я твой Бог, который укрепляет тебя. Я никогда не оставлю тебя, никогда не оставлю тебя. Давай возьмем меня за руку и пойдем вместе. Сегодня я покажу вам план. Ищи меня внимательно, поговори со мной, и я отвечу тебе. Я люблю тебя, и я всегда буду любить тебя. Ты знаешь, как мне нравится разговаривать с тобой каждый день. Ты хочешь слушать, ты хочешь приходить и проводить со мной время. Но иногда забываешь, ты занят, ты устал. Ваш разум полон идей, вы спешите и беспокоитесь обо всем, что вам предстоит сделать. Но поскольку ваш сосуд пуст, ваши силы иссякнут. Приходите и послушайте меня. Принесите свою петицию. Подойдите к этой реке живой воды. Как все изменится, вы почувствуете себя по-другому, у вас улучшится настроение, укрепятся тело и дух. Все, что я прошу, это часть вашего времени. Я знаю, что вам предстоит многое сделать, но я хочу, чтобы вы уделили несколько минут и укрепили свою веру. Это все, что мне нужно. Попробуйте, повторяю, приходите утром, вечером, когда захотите. Я готов здесь. Я буду кормить тебя медом скалы и божественной пшеницей. Здесь нет времени сталкиваться. Минуты, которые вы мне дадите, будут силой и ободрением, божественной радостью, чудесным миром, сверхъестественным энтузиазмом, святой мудростью. На вас обрушится дождь благословений. Реки, сходящие с небес, вечные моря, чистые и полноводные. Когда вы предстанете передо мной с абсолютной верой, вы достигнете более высокого уровня. Любуясь таким чудесным пейзажем, вы почувствуете отдых души. Ваш ум будет спокоен, ваши мысли согласуются. Здесь нет ни ураганов, ни разрушительных ветров, ни серьезных угроз. Это ваше место. Остаться еще немного, раскрой объятия и возьми отсюда все, что сможешь. Храни все эти блага в своем сердце, наполни свою жизнь дарами, покрой свою душу пеленой моей силы. Я чувствую прикосновение своих рук к твоей голове. Огонь моей святой души смывает все пятна. Эти драгоценные минуты, которые ты даришь мне каждый день, постепенно, шаг за шагом изменят твою жизнь. Так и должно быть, никакой спешки, никакой спешки.
Надеюсь, вы поймете и оцените этот процесс. Вы знаете меня достаточно глубоко, чтобы не оставлять в вашей голове никаких сомнений. Хоть ты и молчишь в своем великом труде, ты будешь уверен в моей любви, и вскоре я протяну руку, чтобы помочь тебе. Вы собираетесь войти в новые и лучшие двери, чем те, которые были закрыты. У тебя была вера, ты верил в мои способности. Я сам найду то, что потерял. Вскоре вы станете свидетелем множества благословений, которые пожинаете. Перестаньте зацикливаться на своих потерях, потерянных отношениях, ошибках. Вы уже сожалеете об этом. Если вам больно, не сердитесь. Он удаляет из сердца ненависть и жажду мести. Если вам изменили и вас одолевает горе, теперь вы знаете, кому доверять. Не беспокойтесь о прошлом. Держите глаза полными благословений, которые ждут вас в будущем. Мы находимся на обновленном пути победы. Взгляните на горизонт, где вас преодолеют, а за ним ждут поля, готовые к жатве. Встречайте будущее с непоколебимой верой и безграничным энтузиазмом. Однако вы продолжаете игнорировать предупреждения, которые заставляют вас сомневаться или беспокоиться. Враг будет атаковать со всех сторон, чтобы остановить то хорошее, что я запланировал для тебя. Но вы должны понимать, что его угрозы пусты, и его репутация меркнет по сравнению с моей. Независимо от того, насколько низко вы находитесь в своих отношениях, у меня есть возможность поднять вас и снова сделать целостными. Своей любовью я могу чудесным образом исцелить любую рану. Я покажу тебе свою силу и милосердие во времена величайших трудностей и отчаяния. Ваш нынешний сильный стресс заставил вас тихо плакать, и я это понимаю. Я облегчу твою боль, когда обниму тебя своим теплом, буду держать тебя за руку и помогу высушить твои глаза. Духовная вода, которую я даю вам, станет источником жизни и обновления, который утолит жажду вашего духа. Он стоял твердо и гордо перед лицом постоянного сопротивления врага. Моя радость и сила поднимут тебя, тебе не придется бояться или унижаться. Когда моя радость окружит тебя, груз прежних проблем будет снят. Не забывай, как сильно я тебя люблю. Моя любовь преодолеет любой твой страх. Мой голос по-прежнему разделяет бескрайние океаны, создает штормы и позволяет смертным существам творить чудеса. Сейчас я успокою бури внутри тебя и дам тебе силы преодолеть опасные воды. Благословение и смех наполнят ваше сердце, позволяя вам обновиться изнутри. Среди бурь жизни я гарантирую совершенный покой. Возлюбленные, поверьте, что с верой нет ничего невозможного. Помните, я сказал, что это возможно для каждого верующего. Проявите свою веру, разорвав связи с временными удовольствиями и неверными друзьями, которые пытаются обмануть вас в трудную минуту. Деньги вас не спасут. Откажитесь от временных удобств, чтобы не стать кем-то другим. Тайна спасения в моем завете. Так что держите их близко. Встретимся в тишине ночи перед сном. Позвольте комфорту нашей беседы вести вас в течение дня, а затем приходите ко мне, чтобы положить свои заботы к моим ногам. У тебя есть чудо, моя дорогая. Не за горами новое начало.
Вы все еще ждете огромных преимуществ, которые изменят вашу жизнь. Просто держись там, и я с нетерпением жду всего, что вам нужно. Мои обильные знания и благодать потекут к вам, если вы первым делом попросите их утром. Приходите ко мне, и я укажу вам путь к мирным полям и целебным рекам. Я призываю вас встречать каждый новый день с энтузиазмом и решимостью. Оставайтесь сильными и упорными, несмотря на трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Благодаря моей непоколебимой вере в тебя я подниму тебя на высоты, о которых ты даже не мечтал. Дитя мое, я даю тебе слово делать все, что я скажу. Помните, что невозможные идеи – это то, что люди создают, когда боятся. Под моим руководством вы сможете пройти через испытания и преодолеть страх. Я создам великое будущее для вашего маленького мальчика. Просто открой глаза. Ты заслуживаешь моей безусловной любви, и я никогда в этом не усомнюсь. Разве я не обещал быть рядом с тобой в твоих победах и горестях? Не бойтесь, твоя жизнь продолжится в моих любящих объятиях. Я прощаю тебя полностью и от всего сердца и предлагаю тебе сегодня свою вечную любовь. Теперь я защищаю тебя от бури, которая грозит разрушить твои слабые надежды, сжимая пальцы на искрах твоей утомленной души. Не бойся, любовь моя. В этот час суда вам не причинят вреда. Услышь мои слова. Скоро вы выйдете из этого печального сезона. Клянусь, скоро наступит яркий рассвет. Я буду рядом с тобой, когда твои дни станут темными, когда вся твоя энергия покинет тебя и когда отчаяние поставит тебя на колени. Не расстраивайтесь, я всегда с вами, каким бы тяжелым ни казалось ваше горе. Когда потекут твои слезы, и ты высвободишь зло мира, я вознесу тебя и ускорю шаги искушения. Вскоре я окутаю своим ярким светом твое разбитое сердце, вызывая в тебе глубокую радость. Пусть вы обретете вечный покой и утешение для своей души. Пожалуйста, не настаивайте на том, чтобы запомнить сегодняшние комментарии, пока вы их тщательно не обсудите. Через вас пройдет новая сверхъестественная сила, и обновление вашей души увеличит вашу силу. Возможно, вы не ожидали от меня личного общения, но вы все еще здесь и обращаете на меня внимание. Ваша воля продолжать идти будет сильнее. Вы согласны? Найдите минутку, чтобы не забыть улыбнуться и знать, что вы не одиноки. Воспользуйтесь преимуществами тишины, чтобы побыть со мной, но никогда не думайте, что мы одни. Вы должны быть искренне благодарны за то, что в вашей жизни есть отец и друг. Напомните себе, что вы никогда не бываете по-настоящему одиноки. Повторяю, я наполню тебя внутри себя, укреплю твою душу и окружу своей бесконечной любовью. У вас есть потенциал добиться успеха во всех аспектах вашей жизни. Подумайте об опасностях, с которыми вы столкнулись, о борьбе, с которой вы столкнулись, и о трудностях, с которыми вы столкнулись, но вы по-прежнему упрямы, бесстрашны и решительны. Я так тронут вашей неизменной приверженностью и силой. Не позволяйте страху мешать вам следовать за своей мечтой. Нет смысла беспокоиться. Я пишу это письмо. Найдите утешение в тени сильных. Помни, что моя любовь к тебе – это язык за пределами слов. Это глубокая эмоциональная связь.
Мое сердце желает, чтобы вы почувствовали мою полноту, силу и комфорт, чтобы, что бы ни случилось, я всегда был рядом с вами и чтобы вы чувствовали вокруг себя мои руки защиты. Моя любовь, я всегда с тобой на этом чудесном жизненном пути. Я твой пастырь и проводник. Я знаю, что в разгар вашей борьбы вы жаждете более простых времен, когда жизнь казалась менее сложной и обременительной. Выражая в своих молитвах необходимость вернуться в прошлое, я прошу вас увидеть огромную реальность того, что время оставляет только один путь. С того момента, как вы родитесь и до тех пор, пока вы не достигнете врат рая, это будет являться вашим земным путешествием, потому что я ваш Спаситель, ваш Бог и ваш пастырь. Это путешествие, которое я выбрал для вас. То, как я вас веду, временами может показаться странным или трудным. Помните, что это далеко от вашей конечной цели. Когда вы преодолеваете трудные ситуации и сталкиваетесь со сложностями жизни, обращайтесь ко мне за руководством, зная, что я с вами, и полностью доверяйте мне. Когда ты придешь ко мне, я постепенно превращу твою тень в свет, показывая тебе путь вперед. Принесите мне свое бремя, скажите, что доверяете мне, и пусть моя любовь окружит ваше сердце. Столкнувшись с испытаниями этого мира, глубоко вдохните мир, который я даю, мир, который превосходит всякое понимание, и найдите время, чтобы побыть со мной. Примите удовольствие находиться в моей компании, уделив мне все свое внимание. Они избегают любого влияния. Вместо того, чтобы поддаваться постоянному беспокойству, решите обнять меня и все, что я могу предложить: радость, мир и непоколебимую любовь. Хотя в этой области существует множество проблем, жизнь в близких отношениях со мной – это необыкновенный опыт. Помните, я победил индустрию. Я прошу вас отвести взгляд от сложных ситуаций вокруг вас и сосредоточиться на мне. Честно говоря, ты ясно дал понять, что не доверяешь мне, и я благодарю тебя, Иисус. Я верю, с небесной точки зрения эти короткие, но сильные предложения ответят вам, освободят вас от ограничений мирских обстоятельств. Я научил вас этому в Евангелии от Иоанна, по моему мнению, чтобы вы имели мир на земле, хотя вы пережили трудные времена. Но мужайтесь. Этот мир не со мной. На этом пути веры, друзья, верьте этим словам и позвольте оптимизму, который они вселяют, направляет вас. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я дам вам мир. Матфея 11 часов 28 минут – это отражает вечную мудрость Евангелия от Матфея. Сердце мое доброе, иго мое легко, и если вы возьмете его на себя и научитесь от меня, то найдете покой душам вашим. Когда вы столкнетесь со мной с проблемами этого мира, какими бы ужасными ни были обстоятельства, они на мне, и я защищу вас. Утешайтесь, зная, что я проведу вас в эти трудные времена. Когда тяжесть вашей борьбы становится слишком велика, знайте, что вы не сможете вынести ее в одиночку. Принесите мне свои заботы, навязайте их мне и позвольте мне разобраться с ними. Ваши обстоятельства не улучшатся волшебным образом после этого священного взаимодействия, но вы обретете необходимое облегчение, переложив свои обязанности на меня. Дитя мое, дочь моя, ты полна жизни. Я хочу, чтобы ты верил в свою ценность в моих глазах. Любите себя, чтя и держа мое слово.
Берегите свою душу, дух и здоровье. Каждое утро открывайте глаза с божественной уверенностью в том, что у вас есть плодотворная жизнь и цель, которую я приготовил для вас. Успех вашей семьи, ваше процветание, ваша победа – все это ваше будущее. У вас достаточно мудрости, чтобы нести радость в сердце этого мира. Когда вы услышите мои слова, ваш разум, душа и дух наполнятся сверхъестественной радостью. Вся остальная депрессия и отчаяние теперь ушли. Эти великолепные эмоции, которые вторглись в вашу жизнь, являются выражением моей благодати, милосердия и любви. Произойдут бесчисленные чудеса. Мир вокруг вас будет иметь большое влияние. Люди посмотрят на вас и поймут, что мой славный свет исходит от вас. Но береги свое сердце от гордыни. Я хочу показать миру, что я могу поднять угнетенных, униженных, маргинализированных, невежественно изолированных и осужденных. Придет только плод моей силы. Я царь славы. Ваша семья и жизнь в моих руках. Я сочувствую вам. Примите эту любовь с легкостью и благодарностью в своем сердце. Могу ли я благословить вас? Любое отклонение обескураживает, не наполняйте свое сердце жалобами и отчаянием. Это проверка вашего терпения. Я хочу, чтобы вы услышали, приняли, соблюдали и повиновались этому святому слову, которое я сегодня вкладываю в вашу душу. Приходите и слушайте, когда просыпаетесь каждый день. Я знаю, что тебя ждет столько приговоров, что иногда даже нет сил подумать. Но именно поэтому вы стремитесь и будьте смелыми. Слово веры может исцелить вас, ободрить, воодушевить и поддержать вас. Это правда, это возможно. Решите сегодня поверить всем своим сердцем, что я могу изменить вас своей любовью, своей нежностью, своим терпением, своими повелениями и своими советами. Я могу превратить это время страданий в новый день радости и благословения. Ты много значишь для меня и других. Хотя некоторые могут быть неблагодарны и не ценят вашу любовь, я вижу ваши усилия, и я ценю ваше стремление любить, не ожидая ничего взамен, и записываю в свою книгу все, что вы делаете для других. Ты не один, я с тобой. Подобным образом у вас есть бесчисленные свидетели с неба и земли, которые защищают и помогают вам. Ангелы-воины готовы сражаться и уничтожать врагов, убирать камни и препятствия с вашего пути. Есть люди, которые любят тебя, молятся за тебя и произносят твое имя передо мной каждый день. Я пожертвовал своей жизнью, чтобы вы могли найти спасение и свободу, наслаждаться миром и быть счастливыми как племя. В ближайшие дни я открою вам силу моей крови, чтобы благословить вас и вашу семью. Я хочу помочь вам, но я ценю вашу точку зрения и ваше искреннее желание двигаться вперед. Мне нравится видеть, как ты стремишься к победе. Обещай мне, что примешь это. Возьмите на себя обязательство приходить и слушать каждое утро. Откройте глаза и обратите внимание. Вскоре вы заметите вокруг себя новые и замечательные вещи. Пришло время узнать, кто я, и искренне поделиться своим присутствием. Я люблю и восхищаюсь тобой. Поверь мне, я изменю твою жизнь. Я здесь, чтобы напомнить вам, что вы не одиноки.
вчера ты плакала из-за неожиданной проблемы. Вас предали и бросили люди, которым вы доверяете. Я понимаю, но твои слезы и крики достигли небес, чтобы сказать тебе: «А мой святой престол, что твое будущее решено, что каждая болезнь исцелена, что твои проблемы решены, и что я утешаю тебя с тобой». В душе. Ты не один, я тебя не оставлю. Даже если те, кому ты доверяешь, уйдут, я останусь рядом с тобой. Я люблю тебя больше с каждым днем и всегда буду любить. Будьте уверены, что я здесь, чтобы услышать вас, и что силой моей крови вы должны войти прямо на мой небесный престол. Здесь, со мной, вы задаете свои вопросы, и я ожидаю, что вы будете слушать терпеливо и с любовью, как настоящий друг. Я не прошу тебя перестать плакать, ты лучше плачь и плачь, удали из своей души все, что тебя ранит, чтобы ты могла наполниться моим покоем. Но приготовься, после плача твоего придет радость безграничная, и радость твоя будет велика, ибо пришло время благословлять тебя. Вы готовы сейчас? Теперь вы можете оценить все, что я могу вам предложить. Все, через что вам пришлось пройти, подготовило вас к этому долгожданному моменту. Пришло время открыться небесным окнам и пролиться великим дождем благословений. Ты услышишь мой покой в тишине. Неважно, ушли ли люди, я здесь, чтобы поддержать тебя и утешить твою душу. Они растут, становятся сильнее с каждым днем. Ты знаешь меня лучше, ты ищешь мое лицо и мое слово, которое говорит мне, что ты верный, мудрый и понимающий. Закрой сегодня глаза и почувствуй, как моя любовь обнимает тебя и исцеляет. Ты не один, мое присутствие наполняет твою душу радостью. Прежде чем закрыть глаза, расскажи мне о своей боли, поговори о своей печали. Расскажи мне о своем разочаровании, скажи мне, что ты думаешь без страха. Скажи честно, что хочешь, потому что я знаю твои мысли и не буду злиться. Я хочу, чтобы вы говорили уверенно. Когда вы освободитесь, ваше сердце снова наполнится миром и надеждой. Вы не потеряете веру, ваш разум не наполнится страхом. Завтра вы проснетесь с благодарностью за благословение и чудеса в вашей жизни. Произойдет много чудес. Все возможно тем, кто осмеливается верить, тем, кто осмеливается судить, тем, кто не боится сделать еще один шаг веры. Многие чудеса случаются с теми, кто искренне верит в мою милость, благодать и силу, которая поднимет вас, когда вы спотыкаетесь и не зацикливаетесь на своих неудачах. Моя любовь к тебе больше, чем твои недостатки. Покайтесь в своих грехах и решите отвернуться от плохих путей. Освободитесь от ловушек зависимостей. Воззови предо мной со всей своей верой и силой, и я разорву все твои цепи своей могучей кровью. Я хочу, чтобы ты освободился от всех бинтов и завтра проснулся счастливым. Если вы думаете, что этот пост может благословить других людей, пожалуйста, поставьте ему лайк. Ваш вклад важен, чтобы мы могли охватить больше людей, которым нужно чувствовать себя и получать благословение, как вы. Если вы оставите его сейчас, вы измените ситуацию и будете очень благословлены.